В эфире телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24», а также на радио ТТИМ совместные агитационные мероприятия, посвященные предстоящим досрочным выборам главы Республики Саха-Якутия, которые состоятся 9 сентября 2018 года. Предварительно с кандидатами была проведена жеребьевка, и сегодня гостями нашей студии должны были стать представители «Справедливой России» и ЛДПР. «Справедливая Россия» по личным своим причинам представителя отправить не смогли, и поэтому сегодня вести диалог в нашей студии мы будем с кандидатом на должность главы Республики Саха-Якутия от Якутского регионального отделения политической партии ЛДПР, Либерально-демократической партии России, Гаврилом Парахиным. Гаврил Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, мы сегодня в течение 20 минут будем обсуждать сельское хозяйство и его развитие в нашей республике. Ну, начну с такого вопроса, что вообще доля сельского хозяйства в ВРП Якутии составляет 2,3%, и доля занятого населения в сельском хозяйстве составляет более 5%. Ну, что нужно сделать, чтобы увеличить эти цифры? Вообще, тема сельского хозяйства, она очень актуальна в нашей республике. И я как депутат, который уже 5 лет, заканчивается срок 5 лет, я прямо вот непосредственно следил за всем развитием своей депутатской деятельности именно по сельскому хозяйству. Там огромные деньги, там очень много заинтересовано людей в развитии сельского хозяйства, но мы почему-то стоим на одном месте. Хотя деньги, которые выделяются, средства на развитие сельского хозяйства, они каждый год увеличиваются. Вопрос вы прямо задали такой актуальный. В чем же проблема? Да в том, что на самом деле нужен хороший руководитель сельского хозяйства, раз. Нужна хорошая команда профессионалов для развития сельского хозяйства, два. И, конечно же, нужен самое главное контроль средств, которые выделяются на сельское хозяйство, которые просят мои коллеги-депутаты на каждый свой округ, чтобы эти средства были подконтрольными и за ними все следили. Если этого не будет, то у нас никакого развития не будет. И мы должны, конечно же, дать возможность сегодня развивать сельское хозяйство именно в малом бизнесе. То есть те мелкие предприниматели, каждый человек, и в частности я, готов этим заниматься. И занимался бы, если бы не было препятствий со стороны властей, со стороны органов, которые следят за сельским хозяйством. То есть надо сделать доступным. Во-первых, дать беспроцентные кредиты, выделять земли, оформлять их побыстрее, давать возможность лизинговым компаниям тоже давать под минимальный процент, именно под минимальный процент, давать технику и оборудование для того, чтобы тот человек, который занимается сельским хозяйством, предприниматель в этом деле, именно было для него это доступно и на долгосрочно. Тогда у нас будет получаться, если коротко. Ну, перечислили целый перечень направлений, которыми надо заниматься. Это и строительство, и технику закупать, все на свете. Ну, на все это нужны деньги. Как привлечь инвестиции в сельское хозяйство? Да, 11 миллиардов для сравнения у нас в этом году, в 2018, заложено на сельское хозяйство. В Амурской области в этом году 200 миллионов. Представляете, какая разница, да? Бюджет Амурской области около 40 миллиардов. Это третий. То есть наш бюджет на сельское хозяйство, не надо ничего привлекать, они уже есть. 11 миллиардов. Вы представляете, какая сумма. Сегодня 200 миллионов, которые получили Амурская область, наши соседи. Понятно, что там теплее, понятно, что там поля лучше, земля лучше. Мы с этим не спорим. Да? Понятно, что там нету труднодоступных районов и все остальное прочее. Но сегодня молоко мы употребляем амурское, молочка вся амурская, мед амурский, сено берем в долг в Амурской области. Понимаете, да, про что я говорю? Разница громадная. Тут самое главное дать любому предпринимателю, малому и среднему бизнесу. Не надо там строить какие-то большие хатоны, развивать в плане там громадные комплексы. Не надо пока об этом думать. Надо просто дать возможность нашим людям, которые занимаются сельским хозяйством, предпринимателям, во-первых, чтобы показать, что это престижно всем. Дать возможность это на селе развивать, вовремя завозить северный завоз. Это тоже средства. У нас все закономерно. Не завозим то-то, сено опять сейчас из дождей не получается то-то, и пошло-поехало.
Не нужно ничего, просто жесткий контроль и возможность каждому предпринимателю поддерживать. Не надо выделять какие-то гранты не тем, которые этим не занимались никогда или пытаются этим сделать. Надо давать гранты тем профессионалам, которые сегодня работают. Мы возьмем просто пример. У нас есть в Жатае М, если я не ошибаюсь, кореец. У нас многонациональная республика. Многонациональная, мы же всегда это говорим. Поставьте министром сельского хозяйства этого человека. Понятно, что он кореец, но он уже тут уже коренной кореец. У него тут дети уже занимаются сельским хозяйством. Он все больше и больше расширяется. Дайте возможность его заместителям, которые у нас сегодня не понимают в сельском хозяйстве, пусть они оформляют документы, привлекают инвестиции, разговаривают, ведут переговоры, обмениваются опытами с другими субъектами. А М пусть за ним будет министром, который знает, как это все растет, как нужно развивать, если говорим про растительность. Если мы говорим про скотоводство и оленеводство, ну это вообще, я сейчас благодаря Владимиру Вольфовичу, то, что я являюсь помощником его на постоянной основе, исколесил всю нашу республику, начиная от Тикси, Чукурдах, Депутатский и заканчивая югом. Поэтому очень разная ситуация везде, очень она интересная. Я посмотрел в Чукурдахе, допустим, у нас, в Чукурдахе, у нас нету рыбного магазина. Там, где рыба, нету ни рыбного магазина. То есть, где купить рыбу? Они говорят, а вот на улице, они там на санях катают. Пожалуйста, покупай. Перехватывай. Ну как можно в Якутии, где всю жизнь у нас, и в Чукурдахе в частности, да, на таких реках, да, нету специализированного магазина. Я как гость приехал, я должен их покупать неофициально на дороге, на улице с саней. Понимаете? Я зашел в самолет, я даже не снял пуховик, я когда летел обратно, все в рыбе. Все сиденья забиты рыбой. Понимаете, пуховик я сидел и в капюшоне, потому что от рыбы холодно. Я так и 3,5 часа летел. Кто за этим следит, как за этим следят, кто везет это все, это тоже неизвестно. Поэтому тут вопрос этот очень долгий и щепетильный. Нужен хозяйственник, человек, который конкретно занимается, и конкретный надзор за всеми средствами, которые выделяются. Вот вы отметили, привели в пример, ну, так скажем, семейство сельскохозяйственников Эмов, которые работают в Жатае. Все-таки куда и кому должны направляться средства господдержки, чтобы они были более эффективно использованы? То есть вы считаете, это должны быть люди с поля? Как это выглядит? Это люди, у которых получается. А как определить, вот, А где вот для этого нужно создать комиссию, которая должна ездить и смотреть, у кого это получается. И тому давать возможность дальше развиваться. У нас же не секрет, да, что сегодня получают те же гранты или какие-то определенные денежные средства на возведение каких-то определенных, да, в определенных местностях, в определенных улусах, районах, на слегах. Люди, которые вообще не имеют сельского хозяйства. Сколько у нас писали в газете, получил гранты, средства какие-то на возведение там курятника, коровника и все остальное прочее, купил первым делом себе джип. Он не купил там что-то для того, какое-то оборудование для того, чтобы этим заниматься. Ну так пишут, я не знаю. Ну как бы это очевидно факт. Если бы давали правильно и четко, точечно, да, как мы говорим, и именно те люди, которые в этом разбираются, в этом работают, на определенных каких-то рамках, это ж не трудно составить комиссию. Сколько у нас, сейчас знаю, что у нас исполняющий главы там уже чиновников там 7% убрал, ну пусть дальше убирает, там, это тоже нормально. Но все равно в этих, все равно останутся люди, которые именно, комиссия, которая будет заниматься именно распределением грантов тем, они же как бы на слуху, каждым в своем, это же у нас все маленькое население, хоть и территория большая, каждый знает, у кого получается, тому надо и помогать. Спасибо. Вот говоря как раз-таки о поддержке, вспомним историю прошлого года, когда один из сельхозпроизводителей готов был вывалить весь свой урожай перед домом правительства. Там были проблемы с оплатами по контрактам, да, проблемы по хранению были. Да, вот да. Как раз-таки, ну, я подвожу к вопросу о хранении той сельхозпродукции, которую местные производители делают. Как вы видите развитие системы хранения сельхозпродукции в нашей республике? Но это же и хранение, это же неотъемлемая часть вообще всего производства, да, сельского хозяйства. То есть, если ты хочешь что-то, ну, то есть, ты выращиваешь там, да, или в плане, я имею в виду, зелени, там, огородов или там скотины, да, в любом случае, там, ты забиваешь ту же рыбу, да, скотину, ты в любом случае должен где-то ее хранить. Это целый как бы процесс.
этого всего, да, я всегда говорил, на сессиях выступал, что надо 3 министерства заинтересовать в развитии сельского хозяйства. Естественно, сельское хозяйство, да, предпринимательство, инвестиции и экономику, да, вот эти 3 составляющие, которые они должны между собой дружить, собираться и решать эти вопросы. Просто тут мы же говорим прекрасно, да, что построить хороший, качественный, вентиляция, чтобы была, там, кондиционирование, да, морозильные камеры. Это огромные средства, да, то есть это на самом деле огромные средства. Но мы же вот, благодаря Детям Азиям построили большие стадионы, спортивные объекты, смогли же это сделать. Но надо как-то, вот сейчас Дети Азии нету, надо как-то раз, и вот эти 11 миллиардов, да, там какую-то часть урезать, ну пусть даже еще давайте проголосуем, чтобы добавить. И сделать хорошее хранение и в городе Якутске, и там, где рыба добывается, сделать хорошее хранение. Там, где у нас оленина есть, сделать, выделить туда средства один раз. И все получится. Это важный момент на самом деле. И сегодня те производители, которые изготавливают, да, вот то, что мы хотели там вывалить, это же на самом деле людей обманули. То есть они как бы им поставили задачу, да, вот сделайте, дали им возможность, что мы 100% вам дадим. Они это все дело производили, подготовились для хранения, а им говорят, ну извините, у нас денег нет. Так же не бывает. То есть тут надо закреплять юридически и наказывать тех руководителей, которые занимались этим. Я вам тут, видите, я не раз поднимал этот вопрос тоже, опять же, на сессиях и в парламенте, да, что где большие деньги, где большие средства, там много как раз нужно, много и воровства происходит. То есть, и тем есть возможность больше терять средства, украсть проще, да, где больше денег. Но тут надо жесткий надзор за этим. То есть у нас такое впечатление, что я говорю, что еще раз повторюсь, что каждый депутат, мой коллега, с определенного улуса пытается забрать для себя определенный куш с этих 11 миллиардов, чтобы его кинуть. Но самый страшный момент, он забывает потом, когда это сделал, да, что надо за этими средствами проследить в том районе, в том же своем районе, куда он это Нет, все... Мавр дело сделал. Да, и ушел, да. Привлек в район деньги. Да. Это то же самое со строительствами школ, со строительствами там любых объектов, да, то есть каждый начинается сессия, бюджет, и каждый начинает за себя, за каждый свой район просить. Но потом-то ты поедь туда, возьми с собой какого-то профессионала, который, там, прораба, независимого, который проследит за этой стройкой. Сам с ним проедь, заодно посмотришь. И рассказывай своим жителям, что качественно или некачественно было построено. Ты деньги попросил, они каждый ко мне подходит, говорю, Павлович, поддержи туда. Я хотя для города стараюсь, потому что я все-таки живу в городе, естественно, мои дети в городе. Но я всегда поддерживаю районы, улусы, где действительно не хватает именно там, как говорят, типа, вот вы-то ходите тут в теплые туалеты, а мы до сих пор еще ходим в наших школах на улицу. Это, конечно, страшный момент. Вот перечислили вы 3 министерства, все-таки, наверное, попрошу добавить сюда еще 4-е. Это Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Вот ваше мнение, что нужно сделать для того, чтобы развивалась инфраструктура транспортная, в том числе на селе, вот эти межпоселковые дороги и тому прочему, и насколько это важно для сельского хозяйства? Да, конечно, важно. Тут как бы доставка и туда, и обратно. Ко мне как-то с Батагая обратилась женщина-предприниматель. Она лет 5 назад построила хатон под свинарник и выращивает маленьких поросят. Продает их населению, они тоже как бы у каждого свое хозяйство было. И мне пришлось, она как рассказала мне, да, что вот, Батагай это то есть в горах, там не добраться, да, и очень тяжело добраться. И, конечно же, вот этот завоз, который происходит, она говорит, мне говорит, каждый год меня с этим делом подводят и не могут предоставить корм для свиней. Вот. И как это все решить? Я обратился с ней же вместе, пошел к министру нашего сельского хозяйства. Он как бы, хотя должны ее поддерживать каждый год. Вот такие предприниматели-то и надо поддерживать. То есть они дают же маленьких поросят, она дает, они там развиваются, каждое население себе покупает. Плюс, когда у нее там избытки, она это мясо потом продает, уже больших свиней уже продает. А он говорит, да ну я первый раз слышу. Она говорит, я каждый год ему пишу, и каждый год до него, до министерства, до руководителя не доходит, что, или, допустим, другой вообще корм привозят, да, это только из-за дорожной схемы. Там на самом деле это дороги-то нету, но есть определенный момент, именно определенный момент, но у нас, как всегда, в этот определенный момент не получается получить вовремя средства заранее для того, чтобы оплатить водителям
частникам, да, и в любом случае везут частники. Сегодня у нашей республики нету транспорта, который, которые машины, которые могут довести. Железной дороги туда нету. Так, вот если мы говорим, что пока дорог нету и логистики нету, так давайте тогда хотя бы вовремя предоставлять нашим предпринимателям-перевозчикам, которые занимаются, средства для того, чтобы они в Батагай завозили заранее. Это все деньги, тем более это все прописывается в нашем бюджете. И каждый год мы эти правила нарушаем. Вот в начале нашего разговора вы как раз привели пример по поводу перевозки самолетами рыбы. Речь идет про свежезамороженную рыбу, правильно? Как вы относитесь к переработке на северах? Будь то рыба, может быть, то оленина, я не знаю, может, дикоросы какие-то. Нужно ли развивать непосредственно производство там? Да, конечно, можно и нужно. Но тут же, видите, я же был в Чекурдахе и подходил к этому сгоревшему Чекурдахскому рыбзаводу. Это же тоже целое как бы, хорошее дело было придумано на самом деле. Очень хорошее, да. Но у нас же, видите, какая, у нас, то есть зависть, что деньги уйдут к предпринимателю, что деньги не уйдут там к другому предпринимателю, да. Не договорились. Руководство посчитало, что нужно создать там рыбу Арктики, да, придумали, да, которые тоже обанкротили. У нас нету, говорю, что опять же, повторюсь, хозяина в этой теме. То есть тому же вот этому, который у нас Жатай, да, который предлагаю министрам, да, давай предоставим тому, ему заместителям, сделаем те, которые умеют и знают, что такое рыба. У нас же в каждом министерстве в любом случае 2-3 зама есть. Пусть они будут в этом направлении работать. Тут же надо подходить комплексно к этому, ко всему. То есть мы говорим, что да, сегодня поставили руководителя Намского района министром. Да, Намский район, хорошие показатели вроде бы казалось. Но насколько он профессионал в этом деле, мы не знаем. Нету кадров, получается. Те кадры, которые у нас были достойные и которые разбирались, они, скорее всего, где-то, может, уже развиваются или в Краснодаре, или в какой-то другой части нашей необъятной страны. То есть мы не создали условия, мы сделали так. При таких больших, огромных средствах мы сделали так, что сельское хозяйство у нас на очень низком уровне на самом деле. У меня дома, я живу в городе, у меня все растет, и есть у меня и цыплята, есть у меня и перепелки, и этим каждый день мы занимаемся, и не надо никакой даже дачи, это можно все в городе, только надо вовремя встать, вовремя полить, вовремя покормить, вовремя опять вернуться. И все это сделать. А если мы это не хотим или ленимся, то никогда ничего не получится. Понимаете? То есть как бы тут все зависит от трудолюбия. И это же как бы такое дело, на самом деле, очень щепетильное, с одной стороны. Удивляете, Гаврил Павлович, да. Удивляете. Да, поэтому жаловались недавно на меня, что у меня 2 года назад была свинья, как он уже обнаглел, уже и свинью завел. Понимаете? И свинья была. Еще один вопрос, желательно на него коротко ответить. Все-таки существует проблема так называемых перекупов. Да, много они говорят. Как вы видите ее решение? То есть, когда... Да, вообще надо всем нашим производителям, которые занимаются, дать бесплатные места вообще везде. Возле каждого магазина, в магазине, в торговом центре. Рынок крестьянский, для чего он существует? Все бесплатно. Или по минимальной цене. То есть дать возможность им вообще, чтобы не было никаких посредников. Напрямую предоставляли, и тогда будет он развиваться. Мы должны вообще никаких препятствий сейчас не делать. То есть самое интересное, сейчас наступает время, если мы не дадим возможность, то есть многие, я знаю, молодые предприниматели начали заниматься сельским хозяйством. И им нельзя их останавливать. То есть дать беспроцентные кредиты или минимальный процент кредит, лизинги. У нас на самом деле-то их немного. Ну сколько их? Давайте вот так грубо. Это может собрать по всей республике, 100 человек, наверное, да? Ну может 200, наверное, их есть. Но это же ерунда на самом деле. Для такого бюджета 195 миллиардов бюджет республики, да, и мы не можем найти там 5-10 миллионов для таких вот там 20 миллионов для таких предпринимателей для поддержки. Это смешно. Пусть они, особенно молодые, надо поддерживать. Конечно, не забывать о взрослом и профессиональном поколении. Не просто этот сейчас дети его уже тоже говорят, мне сказали, что тоже развивается в этом направлении. Спасибо большое. У вас 30 секунд, чтобы обратиться к избирателям. Уважаемые телезрители, уважаемые земляки, вы на самом деле видели, что творилось последние 5-7 лет в нашей республике. И продолжает твориться. Партия власти показала себя сегодня, не с лучшей стороны. Республика, мне как депутату, за 5 лет просто ушла вниз. Поэтому голосуйте за Гаврила Парахина. Если победит
ЛДПР, то победит вся наша большая необъятная республика. Спасибо.